Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Корейская некоммерческая организация неправительственного сотрудничества «Корус» намерена расширять и укреплять связи с Якутией. Корейская сторона заинтересована в развитии связей в области образования, культуры, спорта, медицины и науки. Об этом сотрудничестве мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это генеральный директор некоммерческой неправительственной организации по сотрудничеству и обменам общества «Корус», Республика Корея, Ли Кюхван. Господин Ли, здравствуйте. Здравствуйте. Год назад вы выступали с инициативой создания Ассоциации российско-корейского сотрудничества. Какие успехи за этот год уже были достигнуты и какие задачи ставит перед собой ваша организация? С тех пор, как мы начали деятельность общества «Корус», мы провели очень много мероприятий в области спорта, культуры и образования. Результатом нашей деятельности стала уже и работа именно в медицине. В каких сферах вы видите перспективы дальнейшего сотрудничества Южной Кореи и нашей республики? С якутской стороны активно участвует в сотрудничестве с обществом «Корус». И я очень надеюсь, что в дальнейшем у нас будут хорошие результаты нашей деятельности сотрудничества. И на фоне нашей деятельности сотрудничества, это и в медицине, и в области образования, мы уже осуществляем проекты. Я думаю, что наше сотрудничество и с Кореей, и с Якутией в дальнейшем получит хорошие результаты и плоды. Также мы думаем, что мы должны очень серьезно относиться к этому делу, и в дальнейшем у нас будут очень тесные отношения. Я уверен, что наша деятельность произведет хорошее влияние на дальнейшее развитие Якутии. Мы знаем, что организация «Корус» активно работает с образовательными учреждениями Хангаласского, Улуса, и в этот раз намерена установить еще и тесные связи в Сунтарском районе. А с чем связан выбор именно этих районов и какие именно проекты интересуют и будут там реализованы? В первую очередь я хотел сотрудничать именно с Республикой Саха-Якутия и получил предложение сотрудничать именно с Хангаласским районом. Меня назначили почетным директором и попечителем музыкальной школы Саха в городе Покровске и дальнейшее сотрудничество с Хангаласским улусом. Мы сейчас готовим проект именно сотрудничества с Сунтарским улусом и провинцией в Корее, и готовим информацию, чтобы мы поменялись информациями и для того, чтобы строить отношения между Кореей и Сунтарским улусом. И на основе сотрудничества между хангаласскими и сунтарскими улусами я уверен, что у нас будут очень хорошие плоды. Но вот кроме того сотрудничества, которое предлагаете вы, якутяне выступают с какой-то инициативой по расширению вот этих взаимных связей? Я знаю, что якутяне очень искренние и добрые люди. Я, приехав в Якутию, не ожидал того, что якутяне такие искренние. Они, общаясь с ними, я увидел искренность. Я помню, что со стороны именно традиционной якутской культуры я получил очень много поддержки и помощи. Также мы договорились о том, что с корейской стороны будем поддерживать и сотрудничать в различных областях. И благодаря этому мы могли получить хорошие результаты, и наша деятельность стала успешной. И на основе наших дружеских, близких отношений я верю, что в дальнейшем наше сотрудничество станет плодотворным.
Якутская молодежь в последнее время крайне активно интересуется современной корейской поп-музыкой, кино и корейским языком. Какие проекты для молодежи вы считаете наиболее значимыми? Современная корейская музыка и культура по всему миру очень известны. И в прошлом году вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья я встретил Новый год. Учащиеся рассказывали о группе BTS. И они так свободно спели песню, которую я даже сам не знал, не слышал. И я подумал, что они очень хорошо знают и кей-поп. И следующее наше поколение, молодежь, они могут мечтать. И в соответствии с глобальной эпохой они могут наслаждаться культурой. Сохраняя именно коренные традиционные культуры, они могут видеть общее во всем мире. Где бы ни было, какая бы культура была, они могут выступить. И благодаря этому у них жизнь получит именно влияние от этого, и у них будет хорошее будущее. И мы должны помогать, поддерживать молодых людей, чтобы они могли сами мечтать и выступать благодаря сегодняшним культурным достижениям. И будем поддерживать и спонсировать молодых людей, чтобы они могли общаться и строить отношения. И молодежь Кореи и России, Якутии, они могли бы строить дружественные отношения. Это здорово. Мы находимся с вами на телевидении. Расскажите, нет ли у вас каких-то проектов, связанных именно с телевидением? Телевидение НВК является самым главным партнером общества Корус. Невозможно, чтобы мы могли бы встретить всех якутян. Якутия является страной очень широкой, и много жителей сосредоточены в разных частях Якутии. Не могу встретить их и ездить к ним, чтобы встретиться с ними. И мы получили огромные результаты благодаря телевидению НВК, потому что они освещали нашу деятельность. И телевидение НВК очень помогло, чтобы многие якутяне узнали через новости и через диалогов на телевидении. И мы желаем, чтобы мы не остановились на этом, чтобы телевидение НВК освещало только деятельность общества Корус. Мы хотим, чтобы телевидение и пресса Республики Корея и Якутии могли сотрудничать и проделывать совместные работы. В Якутии очень много красивых мест и красивая река Лена. Я думаю, что мы можем создать программу, чтобы сохранить это природное наследие Якутии. И через телевидение НВК многие якутяне будет известно о деятельности общества. И через это телевидение вы ознакомите многих якутян. Я также думаю, что через сотрудничество телевидения Якутии и Кореи они смогут создать плодотворные программы, и мы будем прилагать все усилия, чтобы телевидение Якутии имело хорошее отношение с телевидением Кореи и расширяли отношения. Ну вот скажите, все ли проекты, которые были намечены, удается реализовать? Ведь всегда существует ряд каких-то или политических, или экономических моментов. В последнее время добавились и медицинские, тот же коронавирус, бушующий в мире. Как здесь обстоят дела? Мы думали о меньшем, но мы получили еще большие результаты о нашей деятельности. Мы начали с обменов в культурной области, и сейчас уже дошли до медицинских обменов и сотрудничества. Я желаю, чтобы молодежь Якутии могли сохранить природу Якутии, и также молодежь Якутии могли бы и
поехать в Корею и сотрудничать, и обменяться опытами. Я желаю, чтобы расцвела медицина благодаря сотрудничеству в медицинской области между Кореей и Якутией. Несмотря на коронавирус, нас не остановит в нашей деятельности. И нам не страшно, не помешает нашей деятельности. Я верю, что мы перенесем этот коронавирус и в Корее, и в Якутии, и в дальнейшем у нас будет процветание в наших отношениях. В этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. Скажите, какие мероприятия вашей организации запланированы по этому поводу? Уже 30 лет создания дипломатических отношений. Я думаю, что очень много исторических моментов записано в историю в течение 30 лет. Также мне известно, что Якутия заключила соглашение с Кореей, и в этом году исполняется 25 лет. По географическим особенностям и по внешности много общего между корейцами и якутянами. Хотя в течение 25 лет немного работ проделано. Я думаю, мы должны перешагнуть, когда уже исполнилось 30 лет создания дипломатических отношений. Мы должны совершенствовать именно дипломатические отношения. Мы также должны поддерживать и спонсировать, чтобы активно осуществлять программы и в политике, и в культуре, и в спорте, молодежи и обменом. Я очень уверен, что общество Корус имеет такую возможность деятельности. И для того, чтобы мы могли еще больше проделать работу, мы создали официальный сайт общества Корус. И в дальнейшем официальный сайт общества Корус будет делать ссылки многих организаций Якутии как партнеры. Также у нас есть проект. По нашему сайту якутяне могут изучать корейский язык. Дальше будут расширяться именно отношения. И в различных областях, в различных сферах жизни они могут обменяться опытом и тесно сотрудничать. Также мы планируем иметь договор с директором телевидения НВК. Господин Ли, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы и желаю вам успешной реализации всех ваших планов. Спасибо. Спасибо. 고맙습니다. Это была программа «Актуальное интервью». Мы сегодня говорили о российско-корейском сотрудничестве. У нас в гостях был генеральный директор некоммерческой неправительственной организации по сотрудничеству и обменам общества Корус Республики Корея Ли Кюк Хван. До встречи в эфире.